Башкирский народ, он уникальный. Вот среди его уникальности можно назвать то, что он разнообразен. Он очень разный по культуре, по материальной культуре, по духовной культуре. И, конечно же, мы отличаемся по языку, по говорам, по диалектам. Вот. И в какой-то момент нам ученым пришла такая мысль, как бы для практики, для того, чтобы было легче, чтобы было нагляднее работать, мы решили составить такую историко-этнографическую карту расселения башкирских родов, расположение башкирских населенных пунктов, основанными башкирами, по территории исторического Башкортостана. Ну, что такое территория исторического Башкортостана? Это на востоке от Курганской области, от Щадринского района, от Альменевского района Курганской области, на востоке, на севере до Пермского района Пермского края, на юге до Оренбуржья, до Оренбургских степей, до Северного Казахстана, на западе до восточных районов Татарстана и включая Самару, Саратовское, Заволжье, степное Заволжье, это где сейчас Самарская, Саратовская области. То есть вот на такой огромной территории произошло постепенное формирование в течение нескольких столетий башкирского народа. Башкирский народ, он и по ДНК, как сейчас показывают, по генетике, он немножко отличается. Мы разные по происхождению во многом. И сейчас, постепенно башкиры сформировались в различные родовые группы, приблизительно около 40 родовых групп. Предметом лично моего пристального внимания, исследования являются северо-западные башкиры, северо-западная часть большого башкирского народа. Есть у обывателей такое мнение, что северо-западные это так, чуть-чуть такой небольшая группа башкирского народа, такой небольшой, скажем так, полуостров на большом острове, на большом материке, небольшой полуостров. Нет, на самом деле это значительная часть башкирского народа, не менее 1/4, а может быть даже 1/3 башкир можно причислить к северо-западным башкирам. Что мы понимаем под северо-западными башкирами? Это северо-западные башкиры, носители особой материальной культуры, особого диалекта, северо-западного диалекта. Как мы его можем локализовать? Вот эта карта нам помогает ее локализовать. На наш взгляд, северо-западные башкиры включают это башкиры в долине реки Уфа, начиная от Свердловской области, от Нижнесергинского городского округа Свердловской области, вниз по реке, Ачинский, Артинский, Красноуфимский районы Свердловской области. Это на крайнем северо-востоке. И вот огромная территория по реке Уфа, все, что к западу от Уфы, все, что к западу от Демской долины, вот это все, огромная территория, это северо-западные башкиры. Также это северо-западные башкиры, как мы видим, включает и башкир Свердловской области, включает башкир Пермского края, башкир Восточного Татарстана, частично башкир Оренбургской области, в частности, осетинских башкир. И, конечно же, башкир западных районов Башкортостана, это приблизительно в Башкортостане 20-22 района. То есть вот такая огромная территория. Территория очень богатая в природными ресурсами, территория с очень-очень плотным населением. Очень плотным населением. И вот на этой карте мы эту карту наложили, вот это расселение родов, расселение деревень наложили на современный, чтобы было удобно людям, читателям, расположили на современное административное деление России. И вот видим, что, например, вот Актанышский район или соседний Илишский район Башкортостана, там 5-6 родовых групп. Для сравнения, такой огромный по территории район, как Абзелиловский, там в основном один род. И чуть-чуть есть, допустим, тамьянцы, чуть-чуть есть кубалякцы, чуть-чуть есть тангауры. И буквально 3-4 деревни Карагай-Кипчаки. Здесь же 5-6, а то и 7 родов представлены вот на такой плотной территории. Еще раз хочу сказать, это огромная и наиболее плотно заселенная территория. Это большая часть народа. Не менее 1/4, а может быть даже 1/3 башкир имеет, мы можем причислить к северо-западным башкирам. Есть рода на северо-западе, тех, кому мы причисляем к северо-западным башкирам, есть рода, которые представлены только здесь. Вот, допустим, гайницы, они все проживают, практически все проживают за пределами Башкортостана, Пермского края. Есть род Елан. Он как-то оправдывает свое название. Они протянулись узкой полосой от Оренбуржья
верховьев реки Ик и вплоть по западу Башкортостана, вплоть до тайги Бирского бывшего уезда, Бураевский район. Вот такая длинная территория, это все род Елан занимает. Это огромный, это где-то 4-й или 5-й по численности род в башкирском народе. Вот. Род кыргыз, их соседи, они тоже, часть проживает в Башкортостане, другая половина проживает в Татарстане. Есть, ну, раз уже зашла речь о Татарстане, в равной мере, к примеру, в обоих республиках, в Татарстане и Башкортостане, проживают гирейцы, гирейские башкиры. Половина проживает в Актанышском районе частично, в Велическом районе, другая половина проживает в Актанышском районе. Есть в Татарстане рода, где на территории современной республики Татарстан есть рода, которые процентов на 90 там представлены. У нас в Краснокамском районе всего лишь 2 деревни из рода Еней. 90%. Все остальные енейцы проживают в Актанышском и Агрском районе республики Татарстан. Род Юрми, буквально 10-8 деревень в Бакалинском районе проживает. Между рек Сюнь и Ик. Остальная часть проживает в бывшем Бугульминском уезде республики Татарстан. Это по современному административному делению. Это Бавлинский район, Азнакаевский район, Альметьевский район, Лениногорский район. Вот такая огромная территория. Я из рода Минг. Ну, большая часть мингцев проживает в Демской долине, но есть один наш род, который половина проживает в долине у реки Уязы, это в Бишбулякском и Якинском районе, а часть проживает на реке Минзиля, в нынешнем Сармановском районе и частично Тукаевском районе Татарстана. То есть это очень большой род. Это не менее 15 родов, которые проживают, которые относятся к северо-западным племенам. Помимо отмеченных мной еланцев, кыргызов, гирейцев, енейцев, гайницев, сюда же мы относим в западные башкиры дуванцев, ельдякцев, канглинцев, булярцев, байларцев, илектинцев, уранцев, унларцев, балыкчинцев. Вот это Кубао. Есть восточный Кубао, есть западный Кубао. Вот это все племена, они представлены в основном на северо-западных, среди северо-западных башкир. Я являюсь представителем одной из крупнейших родовых групп в составе башкирского народа, мингов. Мои сородичи проживают в долине реки Дема, в основном, частично в реке Уршак, в низовьях реки Карайдель. Но часть моих сородичей тоже мы относим к северо-западным башкирам. Это проживающие в Бишбулякском и Якинском районе, в долине реки Уязы, Сарайлы-Минги. Они стали припущенниками на землях моего рода. Вот. И поэтому, попав в это сословие, у них произошло изменение некоторых в языке, в говоре и в менталитете. И плюс еще добавилось обучение на татарском языке, что привело в целом к смещению их самосознания. Часть сарайлы-минцев проживает в долине реки Минзиля. Это восточная часть Татарстана. Ныне это Сармановский район и Тукаевский район республики Татарстан. Вот. Продолжая говорить о расселении северо-западных башкир, надо сказать, начнем с севера. Тут проживает такой большой кластер родов танывских башкир, так называемых, которые имеют исторические, генетические связи, культурные связи с восточными сородичами табынцами. То есть они имеют отношение к табынцам. Вот. Тут такие рода проживают крупные, как, собственно, таныбские рода, их родственники кайпанцы, казанчинцы. Вот. И также ириктынцы, это тоже имеет отношение к таныбцам, а соответственно таныбцы имеют отношение к табынцам. Где они проживают? Вот названные рода проживают в Балтаческом, Татышлинском, частично в восточной части Янаульского района, частично в Бураевском районе. Вот такой огромной территории. И у нас, как и многие рода, имеют как бы разделение территориальное. Вот часть ириктинцев, вот у нас проживает илектинцы, вот они проживают в основном в западной части Татышлинского района. Их сородичи проживают на реке Ик. Ныне в основном это Муслюмовский район республики Татарстан. Вот. Пойдем дальше. В Аскинском районе половину жителей Аскинского района составляют балыкчинцы. Балкцы-ру башкиртары. Вот. Пойдем дальше. Узкой полосой вытянулось расселение унларских башкир. Это Карайдельский район, это частичный Балтачский район и восточная часть Бураевского района. Вот. Компактно имеет
зона расселения уранские башкиры. В основном процентов 90 проживает, больше 90% проживает в Янаульском районе и прилегающих районах Куйдинского района Пермского края. Так, о гирейцах я уже говорил. Пойдем дальше. Ельдяк, тоже интересная этнографическая группа, много пока для нас непонятно по их происхождению, но по документам мы проследили их расселение и показали все их населенные пункты. Это Бураевский район, включая районный центр Бураевского района, село Бураево, это и основали башкиры рода Бурая, а башкиры рода Ельдяк. Вот, и они идут узкой полосой на юго-западном направлении и компактно проживают в Дюртюлинском районе и на прилегающих районах Дюртюлинском районе, Чекмагушевском районе и Илишевском районе. Вот это род Ельдяк. Потом, что еще интересное вот тут есть? Есть род Дуван. В Чекмагушевском районе и в Чекмагушевском районе и Кушнаренковском районе вот проживают потомки рода Дуван. Вот. Но те же дуванцы есть еще у нас и на востоке, на северо-востоке Башкортостана, в Белокотайском и Мечетлинском районах. Это их сородичи. Вот. И очень похоже на расселение дуванцев есть расселение Кубау, кубовских башкир, Кубау башкиртарының. Они проживают на западе, на пограничной территории Буздякского и Туймазинского района, а восточное отделение, скажем так, кубауцев проживает к востоку от Уфы, в Иглинском районе. Вот что касается расселения вот этих небольших родов о еланцах. И интересный род, гораздо крупнее этих родов, род Канглы. Очень интересный род. Они начинают их зону расселения от Мишкинского района на севере, это самое крупное село, это Большие Шады. Деревня Кигедзе-Тамак, это вот родина известного башкирского просветителя, лидера национального движения, одного из лидеров национального движения и участников национального движения Шайхзиды Бабича. Вот. Это северная часть канглинцев. И они идут на юго-запад, занимают долину реки Чермасан и компактно проживают в Буздякском районе. Самая южная деревня канглинских башкир – это деревня Канглы-Тюркеево, большое крупное село Канглы-Тюркеево. Белебей, кстати, находится на границе еланских и канглинских вотчин. Вот. О ком я еще не говорил. Булярцы. Род Буляр. У нас в Башкортостане буквально 4 деревни, населенных пункта, основаны булярцами. Это в Илишевском районе булярцы. И в Бакалинском 2 деревни. Основная часть, 90%, проживает в Актанышском, Муслюмовском и Мензелинском районах Республики Татарстан. Ну, так, по-моему, всех я обозначил. Что бы хотелось сказать? Это, еще раз повторюсь, это не малая часть, вот как и у многих обывателей, у многих общественников даже проскальзывает такая мысль, что ну сколько их там, северо-западных, стоит ли столько внимания им уделять? Стоит. Мы настаиваем на то, что стоит. Также мы настаиваем, как и наши более старшие товарищи, коллеги. В частности, когда я был молодой, когда я был аспирантом, о северо-западных башкирах вот, часто говорил и настаивали на том, чтобы ихнюю проблематику северо-западных Башкортостан вводить в дискурс. Мы старшее поколение, это Фанис Саитов, Рашид Закирович Шакуров, Анвар Закирович Асфандьяров, вот, они постоянно переживали, что мы можем потерять вот эту значительную часть наших сородичей. Вот, и поэтому мы этим занимаемся. И как бы продолжение вот этой темы мы не только картографировали башкир, но и каждому отдельному роду, ну и не только северо-западных, в том числе и северо-западным башкирам, но и в целом всем родам мы посвятили отдельные тома в рамках проекта «История башкирских родов». Это вышло около 38 томов. Вот, и каждый род нашел отражение истории каждого рода, расселение каждого рода, знаменитые личности каждого рода. Там нашли отражение. Сейчас мы много слышим о стратегии развития народов, в том числе татарского народа, в том числе о стратегии башкирского народа. И наше искреннее убеждение в том, что стратегия развития башкирского народа невозможна без такой важной точки, как единство башкирского народа. Единство башкирского народа вне зависимости от того, на каком языке разговаривают его носители. В стратегии развития башкирского народа очень важно, возможно, даже центральное место должно занять вопрос языковой политики. Вопрос языковой политики по отношению языка обучения на северо-западе башкир. Вопрос по стопроцентному полному принятию северо-западных башкир.
Вот это очень важная часть стратегии развития башкирского народа. Без этого все остальное теряет практически какой-либо смысл.